бы начать с обозначения мотивации обращения к этому тексту именно в рамках данной конференции. Мне кажется, что в своем эссе Иван Владимирович прорабатывает или нарабатывает совершенно определенный способ отношения к будущему. И это такой способ отношения к будущему, который для того времени является достаточно новаторским, поворотным, можно сказать. Название доклада сформулировано специально таким образом, чтобы было максимально выявлено сцепление, связка текста Абдираловича с более ранним текстом эпохи модерна, именно работы Канта «Что такое просвещение». Действительно, в эссе Абдираловича есть целый ряд аллюзий, достаточно эксплицитных, на уже упомянутую работу Канта. Поэтому начать я доклад хочу как раз с небольшой цитаты, которую можно было рассматривать как эпиграф доклада в целом. И это как раз одна из таких очевидных аллюзий на работу Канта. Усе тое, з чим прийшли до народу нечакані опікуни, усё гэта ўжо спарахнела і зусім не гожа да жывога. У галоўнай умовы грамадзянскага жыцця магчымасці тварыць мы не маем. Ну вот здесь прямое сцепление с работой Канта, с размышлениями Канта заложено в этом понятии опекунов. В этом сцеплении с текстом Канта, отсылкой к фигуре опекунов, которые пришли на белорусскую землю, вот для того, чтобы установить какое-то свое видение светлого будущего, что меняется по отношению к тексту Канта, это как раз вот эта головная умова. Если у Канта такой головной умовой выступало самостоятельное пользование собственным разумом, то Абдиралович в качестве главного условия формулирует, выдвигает в качестве основной темы супольное творчество как способ самовозначения белорусского народа. Я совершенно сознательно буду использовать некоторые понятия в оригинале, на белорусском, именно в тех случаях, когда не нахожу совершенно точного русского перевода. Или когда это просто для чисто риторически более удобно. Супольное, понятно, что творчество сообщества. Этот оборот супольное творчество очень емкий, складный, если угодно. Я исхожу из того, что можно говорить не просто о каких-то отдельных аллюзиях, да, каких-то сцеплениях тематических, но действительно об определенной гомологии. Из того, что есть определенная гомология между эссе Абдираловича и текстом Канта. Эта гомология связана и со структурой текста, с построением, с общей логикой размышлений Канта и Абдираловича. В частности, Кант адресует свой текст королю и гражданам Пруссии, при этом его аргументация носит универсалистский характер. Абдиралович своим эссе словно отвечает на вопрос, что такое нация творчества, исходя при этом из белорусской ситуации и формулируя свои положения таким образом, что их применимость в Беларуси одновременно предполагает их универсальную значимость. Наряду с этой преемственностью, наряду с тем, что Абдиралович, очевидно, наследует какую-то базовую постановку вопроса, которую мы находим уже в тексте Канта, что такое просвещение, наряду с этой преемственностью, конечно, очень важно отдавать себе отчет, фиксировать то, что Абдиралович все-таки формулирует свои идеи существенно ином идейном и социально-историческом контексте. Вот если говорить об идейном контексте, то в первые десятилетия XX века интеллектуальным трендом, мейнстримом в Европе была отнюдь не философия просвещения, если иметь в виду философия просвещения как определенную философскую доктрину, учение, характеризующееся набором определенных тезисов, положений. Не философия просвещения, а философия жизни. В этой связи эссе Абдираловича выявляет то, о чем впоследствии писал Фуко, интерпретируя работу Канта.
Просвещение может оставаться в силе не в качестве некоторой доктрины, как доктрина просвещения в то время, когда Абдиралович пишет свое эссе, уже не работает. Но просвещение может оставаться в силе именно в качестве определенной установки. Фуко называет ее на французском установкой современности или установкой модерности. Напомню, как формулируется эта установка современности в работе Фуко, но он интерпретирует Канта. В чем заключается суть этой установки современности? Или особого философского этоса, особого рефлексивной интеллектуальной установки. Она проблематизирует такой подход или такая установка, или такой этос, который проблематизирует одновременно отношение к настоящему, способ исторического существования и конституирование себя самого как автономного субъекта. Вот это определение установки современности применительно к Абдираловичу, она сохраняется в силе, но ее надо чуть-чуть переформулировать и вместе конституирования себя самого как автономного субъекта вести совершенно конкретную интерпретацию, другую интерпретацию этого определения. У Абдираловича, в отличие от Канта, речь идет не о конституировании себя самого как автономного субъекта в прицеле на отдельного индивида, а речь идет именно о самовызначении белорусского народа. Соответственно, мы обращаемся уместно рассматривать размышления Абдираловича как пример того, как работает установка современности в связи с вопросом о народном самовызначении белорусского народа. Этот тезис предполагает, что по отношению к его работе должна быть проделана та же критическая процедура, которая была проделана Фуко по отношению к работе Канта. Необходимо отделить идеологические, романтические, спекулятивно-метафизические и угодно еще содержания, утратившие историческую и эпистемологическую валидность, от принципов, позволяющих нам выступить преемниками проекта Абдираловича. Вот эта критическая работа является условием возможности актуализации его интеллектуальных устремлений сегодня. В докладе сегодня я сосредоточусь не на критике, или не столько на критике, сколько на нескольких ключевых идеях или интуициях Абдираловича, которые уже кажутся мне наиболее интересными и значимыми как в теоретическом, так и в практическом отношении. Но прежде чем перейти к обсуждению этих идей, их будет всего 3, хочу ввести 2 точки референции, которые являются принципиальными для понимания и актуального прочтения этого эссе. Первая точка референции, она фиксируется самим Абдираловичем, это философия Бергсона, а именно его знаменитая работа «Творческая эволюция». В философском отношении эссе Абдираловича – это попытка применить идеи Бергсона в социальной плоскости, конкретнее в связи с проблемой и задачей национального самовозначения белорусов. Вторая точка референции – это концепция текучего модерна Баумана. В чем здесь интрига? Абдиралович вводит идею текучести в социальную аналитику до того, как произошли социальные трансформации, позволившие Бауману определить современное состояние модерного общества как текучее. Историческая дистанция между этими авторами, а также разница в предметах, или точнее в фокусах анализа, белорусская ситуация у одного, глобальная ситуация у другого, вот эта дистанция историческая и в фокусе, и в фокусировке формирует совершенно определенный запрос на актуальное прочтение Абдираловича. Его необходимо прочитать с учетом того, что на уровне глобальной социальной динамики режим текучей социальности, но если не стал, то становится реальностью. И это та реальность, которую как раз Бауман и другие социальные теоретики, социологи, глобалисты опознают. Соответственно, требуется и особый подход к этому тексту Абдираловича. Его нельзя рассматривать в режиме такой исторической реконструкции, то есть воспринимать просто как этап интеллектуальной истории.
Речь идет о попытке обратиться к нему, рассматривать его как такой значимый аналитический ресурс, валидный, то есть релевантный, работающий применительно к сегодняшней жизни. Но что это значит? Это и значит прочитать этот текст в системе координат сегодняшней жизни. Прочитать, если угодно, глобально. Ну, вот, и учитывая ту точку референции вторую, которую я вела, это означает конкретно прочитать Абдираловича в сочетании, его концептуальный подход, в сочетании с концепцией Баумана. Такой способ прочтения, конечно же, включает и критику, или определенные элементы деконструкции, которые должны разворачиваться именно в исторической перспективе. Здесь имеется в виду, что в первую очередь следует выявить и отслоить в позиции Абдираловича абсолютистскую телеологию классического модерна и связанные с ней характеристики, главной из которых является дискурс светлого будущего, достигаемого модернизацией всех и каждого. На языке Абдираловича народных масс и одинки. Я напомню на уровне таких риторических примеров несколько оборотов из эссе Абдираловича, которые позволят лучше понять, что я имею в виду. Например, когда такое выражение «будучи належит до творчей особи», или, например, «пробудженая до творчості народної маси, чуючи у себе присутність творчої мировой души, с певностью скажут, творячи знову зруйнує». Вот такого рода риторика, она разворачивается в рамках классического модерного дискурса со свойственной ей абсолютистской телеологией, социальной телеологией. Сейчас я хотела бы перейти как раз к трем ключевым идеям, базовым интуициям, теоретическим и практически релевантным интуициям Абдираловича, которые мне кажутся наиболее интересными, значимыми. Первое. Эвристический потенциал этого эссе связан со способом концептуализации, который разрабатывает Абдиралович. Историческая фактичность конкретного народа выступает здесь поводом и почвой для формулирования новой стратегии социального развития, притязающей не только на локальную, но и на универсальную, общечеловеческую, общеевропейскую значимость. Особого внимания в подходе Абдираловича заслуживает то, каким образом обосновывается вот это пересечение или же наложение единичного и универсального. В другой формулировке, если сформулировать это в виде вопроса, на каком основании способ самовызначения, который Абдиралович обозначает как парадигматический для белорусского народа, вы помните, вводит принцип льющейся формы, на каком основании вот этот способ возношения одновременно выступает как парадигматический для любого европейского сообщества и индивида. Здесь тоже есть очень интересное, прежде всего с философской точки зрения, расхождение между Абдираловичем и Кантом. Потому что Кант предлагает разрабатывает свой способ обоснования того, каким образом единичный опыт может репрезентировать какие-то общезначимые положения. Каким образом обосновывается пересечение единичного и универсального. Если мы обратимся к Канту, то для Канта на уровне нескольких ключевых слов, да, чтобы долго здесь не увязнуть. То есть какие-то ключевые концепты, это понятие разума, понятие универсальной или общезначимой разумности и понятие морального самозаконодательства разума. В конечном счете идея разума и идея моральной автономии – это то, что составляет ядро концепта трансцендентального субъекта Канта, его базовые трансцендентальные идеи. Вот из этого универсалистского горизонта трансцендентальные идеи автономного разума, способного к законодательству, моральному законодательству. Вот из этого горизонта
из этой универсальной идеи разума устанавливается моральный принцип для граждан Пруссии. В известном ответ на вопрос, что такое просвещение. То есть в этой работе речь идет об единичном эмпирическом исполнении универсального принципа. Самостоятельное публичное пользование разумом. Строго говоря, для философской публики это будет, наверное, не безинтересная такая маргиналия. И у Абдираловича мы можем найти некую такую квазитрансцендентальную идею, связанную как раз с тем, что таким бэкграундом для него выступает метафизика или философия жизни Бергсона. Такой квазитрансцендентальной идеей, работающей вполне у Абдираловича, по меньшей мере имплицитно, является жизненный порыв. Устремленность к творчеству. Но более интересным сейчас представляется как раз методологическая новация Абдираловича. Он все-таки является не просто восприемником, да, и каким-то таким транслятором идеи Бергсона. Его рецепция идеи Бергсона является очень продуктивной, поскольку, как уже было сказано, он разворачивает ключевые идеи Бергсона в социальной плоскости анализа конкретной социальной реальности, а не в плоскости философии жизни. Абдиралович в этом смысле не представитель философии жизни. Он предлагает нам в этом тексте конкретную социальную аналитику. В чем заключается методологическая инновация Абдираловича? Это как раз касается иного способа обоснования пересечения универсального и единичного. В отличие от Канта, вот этот способ обоснования универсального и единичного у Абдираловича осуществляется не сверху вниз, если пользоваться этими геометрическими метафорами, а снизу вверх. Общезначимый принцип выявляется через анализ исторического опыта единичного народа. И метод, который здесь использует Абдиралович, это не индукция и не дедукция, а то, что, например, в феноменологии, феноменологическая традиция обозначается с помощью такого понятия, как формальное показание, формалия анцайги. То есть, очень важно понять, что не любой народ, да, в качестве исторической фактичности не может выступать историческая фактичность любого народа. Это принципиально. Абдиралович работает со совершенно специфической исторической фактичностью, которая обусловлена конкретным цивилизационным положением белорусского этноса или зарождающейся белорусской нации. Вот эта методологическая инновация Абдираловича, она ведет к тому, что у него складываются контуры совершенно новой социальной онтологии, плотью которой является то, что сегодня на языке современной гуманитаристики или социально-гуманитарных наук определяется такими понятиями, как социальная география, геополитика, историческая антропология. Вот все эти измерения, они составляют плод социальной онтологии, его проекта. В чем же заключается специфика исторической фактичности белорусского народа? Здесь вот эту историческую специфику можно выразить с помощью одного слова. На латинском оно звучит как interregnum, на русском как междуцарствие. Междуцарствие, интеррегнум – это совершенно особый хронотоп. И то, что это совершенно особый хронотоп, вот ресурсы, социальные и эвристические ресурсы этого особого хронотопа, с этим работают и современные социальные аналитики, об этом немножечко позднее скажу. Что нам тут важно для начала? Какое аналитическое развлечение здесь важно провести? То, что вот этот интеррегнум как совершенно особый хронотоп, здесь возможно двоякое понимание. Есть традиционное понимание междуцарствия, временное. То есть, когда вот это интер, между, понимается как переходная стадия.
когда мы исходим из того, что есть линейный исторический переход от одной власти к другой власти, но на одном и том же месте. Трон пустует, он должен быть заполнен следующим претендентом. Король умер, да здравствует король. Это классическое понимание, традиционное понимание междуцарствия, временное, оно затем в более расширительном смысле было использовано в современной социальной аналитике, сначала у Грамши, а потом и у Зигмунда Баумана. Они используют в расширительном значении этот термин, этот концепт, говоря, имея в виду не просто буквально смену царственной власти, а имея в виду переходное состояние от одного социального порядка к другому. Но формально принцип остается, и эвристика этого состояния связана все с тем же. Это состояние перехода, и как таковое это состояние неопределенности, состояние непредсказуемых возможностей. Можно сказать, состояние неустановленной субъектности. Речь может идти о субъекте власти, субъекте истории. Субъекта можно понимать в расширительном смысле именно как конкретный социальный порядок. Абдиралович работает с хронотопом междуцарствия в другой логике и в другом смысле. Не во временном, а в пространственном. Но используя тот ресурс, который заложен вот в этом между. Между в данном случае это географическое между двух цивилизаций, Западная Европа, Восточная Европа, то есть между физически, если угодно, геополитически. Соответственно, состояние неопределенности или же состояние неустановленной субъектности здесь не временные характеристики, а сущностные характеристики той формы жизни, которая находится в этом между. Быть между значит исторически воспроизводить неопределенность. Есть в белорусском такое очень колоритное, смачное слово «вагаться». Но оно имеет отчетливый негативный тональность. Есть более нейтральное понятие «межеваться», с менее отчетливым негативным такой тональностью. Вот учитывая эту негативную тональность, что осуществляет здесь Абдиралович? Есть понятие сальто-мортали, на мой взгляд, Абдиралович здесь совершает своего рода сальто-витали. Потому что он трактует вот это междуцарствие, понятое пространственно, вот этот хронотоп интеррегнум, не отрицательно, не негативно, не социально-критически. Он предлагает толкование, смысл которого можно определить как эвристику помежа. Он показывает нам, что социально-исторический опыт белорусов выявляет переходность или состояние межевания, состояние промежуточности, как парадигматическое состояние, свойственное живому индивиду, живому сообществу. Здесь нужно помнить бэкграунд, философию жизни Бергсона, ключевой тезис которой заключается в том, что жизнь – это непрестанное становление. Согласно вот этой эвристике помежа, Абдиралович актуализирует и нарабатывает совершенно другую социальную логику. Если в традиционной логике восприятия хронотопа междуцарствия, то он действительно не может, то есть когда мы диахронически смотрим, да, то он не может долго оставаться пустым. Потому что чем дольше он остается пустым, тем больше усиливается риск и опасность для царства. То есть царство становится уязвимым, социальный порядок становится уязвимым. Абдиралович развивает совершенно другую социальную логику. Эвристика помежа показывает, что тупиковым является мыслить в терминах выбора или-или. Или одна возможность, которую мы видим на Западе, или другая возможность, которую мы видим на Востоке. Осуществленные формы социальной жизни. Требуется другой принцип субъектности.
самовозначение должно осуществляться не через выбор той или иной определенной формы социальной жизни. Самовозначение должно осуществляться через культивирование новых, а именно непринудительных форм социальной жизни. Завершая характеристику вот этой первой идеи, изложение этой первой ключевой идеи Абдзираловича, я хотела бы указать на удивительную комплементарность между задачами, то есть комплементарность, которую мы в состоянии опознать именно сегодня, и именно эта комплементарность составляет, собственно, нашу ситуацию. Я имею в виду комплементарность между задачей, которую формулирует Абдзиралович, и задачей, которую формулирует Бауман, разрабатывая концепцию текучего модерна применительно к обществу позднего модерна в глобальной системе координат. Формально задача звучит совершенно одинаковым образом. Только если у Абдзираловича в фокусе белорусская судьба, да, белорусского общества, то у Баумана в фокусе возможная траектория развития общества позднего модерна глобального. Задача эта заключается в том, чтобы развивать непринудительные формы социальной жизни. Как это осуществляется у Абдзираловича, вы прекрасно знаете. Если кратко представить позицию Баумана, то он обращает внимание на то, что глобализация, которая сейчас осуществляется и набрала стремительные обороты, она определяется им как негативная. В каком смысле? В том смысле, что все глобализационные техники и практики, они предполагают отрицание сложившихся локальных, символических, культурных, исторических контекстов. То есть глобализация осуществляется в плоскости технологий и глобальной экономики. Это то, что предполагает абстрагирование от локальных социокультурных контекстов, от локального символического поля той культуры, в которой находятся разные народы. В этой связи Бауман формулирует задачу, что сегодня требуется, чтобы глобализация перешла в какой-то позитивный формат, и позитивный формат заключается вот в точности в том, что в чуть-чуть другой формулировке мы находим у Абдзираловича. Необходимо, говорит Бауман, формы самоорганизации поверх государства. То есть в глобальной системе координат необходимы формы самоорганизации, которые обеспечивали бы репрезентативность, если угодно, самовозначение на уровне глобальной коммуникации народов, не предполагающие абстрагирование от локальных социально-исторических контекстов, их такое замораживание. Вот эта комплементарность, хочу еще раз подчеркнуть, на мой взгляд, и составляет текущую ситуацию белорусской культуры, в частности, белорусского общества. Второй момент, второй и третий постараюсь представить очень кратко, я понимаю, по времени уже дефицит. Вторая идея прямо вытекает из первой. В чем действительно очень значимый вклад Абдзираловича, на мой взгляд, в том, что он предлагает нам, развивает неэссенциалистскую концепцию белорусского национального проекта. По ту сторону оппозиции примордиализма и конструктивизма. Это действительно очень важная теоретическая инновация, которая имеет очень серьезные практические импликации. Почему по ту сторону, почему это не примордиализм? Это не примордиализм, если примордиализм связывать вот с фиксированностью на субстанциальном этнокультурном ядре. С другой стороны, то, что предлагает Абдзиралович, это и не чистый конструктивизм, потому что в основе его концепции белорусского национального проекта лежит конкретный исторический опыт. Это проект, который связан с этнокультурной почвой. Но какого рода? Или, точнее говоря, как эта этнокультурная почва аналитически прорабатывается. Вот,
выше я уже говорила об эвристике Помежа, которую предлагает Абдзиралович. Вот эта эвристика Помежа предполагает, что в фокусе аналитики, социальной аналитики Абдзираловича находится не что белорусов, а как белорусов, как быть. И это именно то как, которое подлежит универсализации, наложению единичного и универсального. Здесь не могу не вспомнить вчерашнюю цитату, источник точно не вспомню, когда говорилось о 10 миллионах татар вместе с белорусами. Да? То есть как возможно вот это вот наложение единичного и универсального. То есть Абдзиралович выявляет такое, как белорусов, которое имеет этнические корни, но при этом является вполне универсализируемым. Когда-то Сартр ввел в оборот такое определение, как сингулярное универсальное. Применительно к Киркегору, но в данном случае Киркегор совсем нас не интересует, но вот этот концепт, определение сингулярное универсальное, он тут вполне оказывается применимым для того, чтобы понять суть методологической и концептуальной инновации Абдзираловича. Сколько у меня времени есть еще? Уже 30 минут доклада прошло, поэтому это то время, которое на вопросы осталось. И тут как бы установится баланс. Последний тогда момент, третья ключевая идея, которую я хотела бы озвучить, касается как раз способа отношения к будущему. Я с этого начинала доклад, и хочу к этому вернуться. И, конечно же, вернуться теперь, имея за плечами вот две другие ключевые идеи, которые прямо связаны с тем способом отношения будущего, который Абдзиралович практикует в этой работе. В эссе Абдзираловича в этом отношении есть очень продуктивное противоречие. С одной стороны, на уровне дискурса, на уровне риторики, действительно, я уже немножко говорила об этом, можем опознать в его тексте социальную телеологию классического модерна. Для Канта таким абсолютным телосом было просвещенное общество. В работе Абдзираловича в качестве такого абсолютного социального телоса выступает общество творцов, или общество, где вот эта установка на творчество реализуется в полной мере. С другой стороны, на уровне оригинальной концепции Абдзираловича, его методологической новации, мы находим идею текучести, которая как раз предполагает отказ от телеологии светлого будущего. Концептуальная новация Абдзираловича в плане, если смотреть на нее с точки зрения того, какой способ отношения к будущему здесь представлен, характеризуется тем, что здесь мы имеем дело с принципиальным акцентом на настоящем, акцентом на актуальном супольном творчестве. У самого Абдзираловича в его работе совершенно эксплицитно мы можем проследить расхождение с классическим модерном именно в способе отношения к будущему. И вот в этом расхождении Абдзиралович и Бауман опять-таки комплементарны, и вот здесь есть такая точка принципиального концептуального схождения между ними. Для обоих этих мыслителей текучесть изначально понимается как несвязанность никаким абсолютным идеалом, несвязанность никаким абсолютным телосом, несвязанность веры в какой-то абсолютный телос. Почему это так? Потому что, и у Абдзираловича это прописывается, может быть, наиболее отчетливо, потому что связанность абсолютным идеалом, абсолютным телосом и верой в этот абсолютный телос является самым мощным и
если угодно, парадигматическим истоком насилия. На этом я, пожалуй, завершу. Я очень надеюсь, что ваши вопросы, если таковые будут, позволят мне договорить то, что я форсированно сократила. Спасибо. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Спасибо. Игорь Подполин. Татьяна, я всегда с большим интересом слушаю ваши доклады. Это я для того, чтобы уравновесить замечания о бормотании. А за квазитрансцендентальное и сальто-витале отдельное спасибо. Вот. Но у меня вопрос такой, может быть... Ну, я понял, да. Головович хорошо прочитывается через современные, скажем так, процессуальные, вот несубстанциалистские трактовки общества. А все-таки вот я не очень понял насчет эвристического потенциала. Вот, ну, вот что вы все-таки хотели сказать этим анализом? Ну, кроме того, что Головович стоит. Ну, все-таки вот есть у него нечто такое, за что вот действительно можно зацепиться. Ну, потому что тематику процессуальной идентичности белорусов вообще-то активно обсуждают. И много же написано по этому поводу статей, я в том плане, что ну да, ну, я уже спросил, да. Спасибо. Ну, дело ведь действительно не просто в процессуальности. Я так понимаю, что вопрос адресуется как раз ключевому тезису, связанному с вот этим оборотом эвристика помежа. В чем, собственно, эвристичность? Эвристичность в том, что пограничное, переходное состояние выявляет становление как априорный принцип исторического осуществления любой формы жизни. Вот в этом эвристика. Звучит парадоксально. А в чем парадокс? Априорный принцип Именно. становления. Ну, я вижу какую-то неконсистентность в этом. Не расслышали. Ну, я какую-то неконсистентность вижу в этом обороте. Становление как априорный принцип. То есть что-то вот... Или это у меня в голове не вяжется. Я примерно понял. То есть, в общем-то, ну, то есть вы полагаете, что можно вот в этом направлении там что-то найти? Да? Ну, я попробую как-то с другой стороны зайти. Есть, например, в культурной антропологии известный сюжет, связанный с ритуалами перехода. То есть есть такие зазоры возрастные, когда возрастная смена предполагает определенное кодирование. Вот это тоже зона неопределенности, опасная зона, которая в культурных, как показывают исследования антропологические, заполняется различными шаманскими практиками, различными ритуалами, потому что вот эту зону переходности надо как-то заполнять. Ее надо как-то прожить, ее надо как-то прожить, пережить. Интерес представляет то, что вот это переходное состояние может быть не временным, то есть не предполагает какой-то очень короткий промежуток. Ритуалы, связанные с инициацией, они по времени достаточно обозримы, они же не длятся очень долго. Могут быть очень короткими, могут быть от нескольких часов до, может быть, нескольких недель, в зависимости от конкретных традиций. Но суть в том, что вот эта переходная, темная, сумеречная зона, она выявляет сам момент становления. Потому что, как правило, человек проживает, опираясь на какие-то фиксированные... Человек индивидуально и в социальном плане, конечно, уже опирается на какие-то фиксированные формы.
Но правда жизни, простите за пафосный, может быть, неуместный слог, заключается в том, что стоит за этими фиксированными формами. Татьяна, спасибо. Мне начали приходить в голову новые мысли. Извините, Татьяна, если вас зацепило это замечание. Я очень люблю Абдзираловича, но верю Игорю Бобкову, который говорит, что два типа мышления, восточный и западный, придя на нашу Белоруссию, сделали нас, эти две вещи плохо совмещаются, сделали из белорусов шизофреников. И моя жена мне все время это подтверждает. Исходящий с вашего текста, не признаю никаких параллелей между Абдзираловичем и Кантом, а то, что у нас тут створяется собственный белорусский модерн, да, признаю. Но Абдзиралович, видимо, подсказал Ирине Дубинецкой, что здесь особый белорусский модерн, и он имеет какую-то связь с религиозностью. Подтверждаете ли это мое подозрение? Я просто думаю, как быть политкорректной. Дело не в том, что было бы теоретически непродуктивно вынимать, абстрагировать текст размышления Абдзираловича из европейского контекста. Это не только теоретически непродуктивно, но это такое преступление против белорусского народа. Абдзиралович рассуждает как европейский интеллектуал. Его мысль разворачивается в сцеплении с богатым контекстом европейской интеллектуальной традиции. И поэтому, если вы хотите понимать Абдзираловича, интерпретировать, трактовать его сегодня, то позвольте ему остаться европейским интеллектуальным мыслителем. Нет, я этого не Это значит, что надо читать его контекстуально и учитывать те смысловые связи, которые позволяют нам видеть в нем европейского интеллектуала и продолжать с ним работать именно в этом ключе. Речь о белорусском модерне, не об интеллектуале. Нельзя говорить о белорусском модерне, забыв о Канте и не учитывая ту аналитику современного модерна, которая предлагается современными социальными аналитиками. Не в противопоставлении, а вместе. То есть вместе с целым рядом других авторов надо читать этот текст. И это принципиально. Спасибо. У нас еще вопросы. Я не уверен, что это прям вопрос. Вот просто дискуссия с Игорем, она поставила вопрос, как что-то может быть постоянно переходным и при этом сохранять самого себя, как идентичность, сохранять все время в переходном состоянии. И для меня возникла сама собой некая метафора. Вот сейчас все обсуждают беженцев, да, они находятся в неком переходном состоянии, да, а есть вечные странники, как некие цыгане, как некий такой стереотипичный образ, которые не хотят сидеть на месте и вечно перемещаются, и при этом сохраняют свою идентичность, как такая постоянно переходная. Но тут тогда я возвращаюсь к этому межцарствию, да, которое по сути географично, то есть оно между Европой и Восточным миром, и при этом, если взглянуть в историю, то она граница так двигается, по нашей территории, чуть дальше на восток, может быть, чуть отступает. И как в этой ситуации, когда
ну, вот это помежа двигается, когда, то есть как тут можно сохранить идентичность, ну, то есть, какие основания вообще вот, сохранения себя в таком, в этой ситуации помежа, причем агрессивном, то есть когда вот уже не просто Восток, но а империя выступает, которая в том числе культурно несет угрозу ну, нашей идентичности. То есть она, ну, это русский мир, то есть он, по сути, как бы пытается уничтожить идентичность, всю, которая, ну, скажем так, отличается от него. Я думаю, понятно вопрос. Да, вопрос понятен. Я просто хочу сказать, что вот этот вопрос, он переводит разговор о промежуточности совершенно в другую плоскость. Тогда как мне хотелось бы все-таки удержать внимание вот на той методологической инновации, которую Абдираловича, которую я определила с помощью этого порода эвристика помежа. Она располагается, и это мне позволит, может быть, еще одна попытка ответить, отвечая вам, ответить одновременно, еще раз попытаться ответить на вопрос Игоря Карпулина. То есть вот та форма жизни, которая исторический опыт белорусского народа, к которому апеллирует Абдиралович. В чем тут эвристика? Он выявляет то, что формы, да, вот, понимание того, что любые социальные формы нельзя рассматривать как фиксированные, как некоторые идеалы, или на которые мы могли бы ориентироваться. Эвристика помежа выявляет, что позволяет понять, делает эксплицитно, что любые формы становятся. Что мы не должны связывать выбор, социальный выбор белорусов, да, или там, социально-политический выбор белорусов с выбором какой-то конкретной формы. Формы становятся, и отсюда дальше разворачивается дальнейшая логика, дальнейшее рассуждение Абдираловича. То есть сама работа с концептом помежа, промежуточности, вот этого хронотопа междуцарствия, она аналитически разворачивается в иной плоскости, нежели вопрос о монадических каких-то формах жизни или ситуации с миграцией. То есть я не хочу сказать, что этот вопрос не важен, но он принципиально в другой плоскости разворачивается. В этом смысле это вопрос про другое. И я не хотела бы в эту сторону сейчас двигаться. Это принципиально другая тема. Хотя мы можем слово использовать тоже. Спасибо. Тут уже целая очередь вопрошающих, поэтому я попрошу и тех, кто задает вопрос, в первую очередь, быть по возможности принципиальными, краткими и понятными. Я могу выполнить некоторые требования, а некоторые не могу. Татьяна, мне очень нравятся, конечно, эти вежливые человечки, которые задают вам вопрос. По-моему, вопрос-то, собственно, один и очень простой. Но у меня к этому вопросу еще несколько дополнительных реплик, сотканных из моего противоречивого отношения. Поскольку мы все очень любим Абдираловича, не зря же в Летучем университете там было организовано 5 или 6 лекций в городах, регионах по Абдираловичу, и лучшие наши специалисты несли Беларусь, бьющуюся форму и идею Абдираловича. Но особенно тот контекст, который вы задали. Вопрос очень простой. Вы все это придумали? Или это действительно было Абдиралович? Вот с Кантом понятно. Он вышел из университета и обратился к королю прусскому и городу Эмилу с вопрошанием и рассказом про то, что такое просвещение. Абдиралович, в общем, достаточно колхозный человек, в стране, где нет университета,
где нет короля, где нет кого обратиться, собственно, потому что и общества-то гражданского нет. Тогда. Что? Ну, Кант был Кант не потому, что он написал статейку про просвещение. Кант был Кантом, потому что у него был там серьезный курс в университете, он уже начинал писать свои критики, по-моему, даже что-то написал к этому времени. То есть Кант уже был Кантом. А что вы, кроме этой статейки Абдираловича, вы читали? Чтобы вот так вот это все рассказать. Не напоминает ли в этом смысле то, что вы сейчас говорите про Абдираловича, то, что пытались, ну, скажем так, высосать, как мне кажется, за неимением ничего другого, ну, например, с Богушевича. Те, кто пытался говорить не о модерной нации белорусах, а о социалистической нации. Кажется, не так принципиально ставятся вопросы, которые очень вежливо вам задают, начиная там, с подпоренных. Это при том, при том, что я очень люблю Абдираловича. Всех тех, кто его читает. Ну, вопрос был не выдуман, ответ не выдуман. Спасибо за краткость ответа. Тетяна, дякую велике за Канта і Бергсона. Мені здається, що коли ті ж зв'язки не гучали в дочиненні до Абдираловича і іншої форми, спробуючи розгорнуто відказати Маскевичу на це питання, насамрэч Абдиралович, контекст Абдираловича не менш цікавий, чим контекст кантовський, тому що Вільня 20-х годов, початку 20-х годов, коли Абдиралович пише цей текст, это сярэдняя Литва. Это спроба реконструкции, реставрации Великого княжества Литовского, ну, неудалая спроба. Это непризнанная никем держава, в якой выбрали белорусы и пропанованы литовцам и поляки, имеют свои школы. То есть, ну, вот такая, той приклад историчной социальной творчости, про які пише, ну, власне кажучи, і думає Абдиралович. Больш за тое, гэта новапаўсталы універсітэт Стефана Баторіка, які працягвае традыцыю Віленскай езуіцкай акадэміі і потым Віленскага імператорскага універсітэта, які збягаюцца, ну, вот, як бы, все тыя памежнікі, пагранічнікі польска-беларуска-літоўскія, якія, ну, цалкам згодзе з гэтай схемай Абдираловича далей пішуць, да? То есть там куча всяких цікавых речей. Больш за тое, сам Абдиралович працуе в кооперації, і на яго вачах адбываецца тварэнне гэтых новых сацыяльных формаў. То есть няшчасныя, забітыя, як ты кажаш, калхознікі, беларускія сяляне, якія нічога нікому не могуць патлумачыць і не могуць прадаць, пачынаюць тварыць як бы пэўныя эканамічныя структуры, якія, ну, вот, робяць іх багатымі, па-першае, гаспадарамі, ну, якія пачынаюць, ну, вот, гэтую суб'ектнасць ужо як бы больш цікава разгортваць. Это я не паспеў задаць свой вопрос. Между собой собираетесь. Видишь, Игорь, я на самом деле, то есть принципово и загостренно ставячи питание Тетянина, она самым правильным чином отказала. Я имел на увазе так само и заочную встречу с тобой, с твоим докладом. Да, бо яким чином переодолеть у себе комплекс колониальности, провинциальности, недоробленности и шмат інших комплексов. В этом смысле постать Абдираловича, думаю, что полягает, ну, для критики разгляду вельми подробязно не только с тем, что написано в артикуле, а во всем контексте, в тогочасном контексте повстания белорусской нации. Якой не было ничего для того, как нации зваться, как люди зваться.
Немає нічого. Те, що ми придумляємо зараз про інтелектуальну війню того часу, там ще шмат, це придумки і натяжки. Натягування на ту ситуацію того, що нібито повинно було бути. Але насамрэч так не було. Ось сьогодні ми маємо ту ж саму ситуацію вже у твоєму постановці питання. Бо колоніалізм, колонія – це не апріорно денне слово. Що початково колонія, як греки колонізували світ, потім елінізували його, нормальна культурно-греківська праця розвитої цивілізації. В этом смысле и колониализм, и постколониализм и так далее, тем самым ничего древнего не на себе не несет. И Россия не может замінати нашу ідентичність, чи знищити нашу ідентичність, коли вона є. Коли вона є, то ніхто, ніяка погроза, Волкове, там, Болтоне, не може погрожати этой ідентичності. Нас можна знищити як державу, а не ідентичність. Коли вона є, а коли її нема, коли вона придумана. Коли ми просто свої комплекси провінційні і колоніальні видаємо за спробу влитися у сусвітний, глобальний і глобальний процес. І коли ми поглядимо на той самий летучий університет, знову я обсвоїв девичий, ми знаходимося в той самій ситуації. І коли Щецова не видумала то, що я не розповідав про Абдіраловича, а справді є, зможемо ми побачити у сьогоднішніх виступах на цій конференції, чи там на попередніх конференціях Летучого університету і у братських зборах, які ми пишемо, те саме, що сьогодні раз там 90 год Щецова бачить у Абдіраловича. Бо, як побачити у Канта те, що було у Канта, треба було, як Фуко нагадав нам про цей артикул Канта, а Фуко нагадав нам про цей артикул Канта, тому що Мендельсон був у Канта як опонент диспута. А хто був опонентом у Абдіраловича? Чи був хтось у Білорусі на той момент, хто мог би зрозуміти те, що сьогодні Щецова вичитав у Абдіраловича і стати опонентом на той час, тоді, а не зараз. Бо зараз, коли у нас є летучий університет, ми можемо знайти 5 чоловік, які по-розному прочитають Абдіраловича і потім ще раз скажуть про це. А тоді? Ну і так далі. Я с колониями не понял. Колония — это когда цивилизованная страна захватывает нецивилизованную. Ты вообще... А тут же... Подожди, у Чингисхана Китай был колонией или как? Ну, объясни. Вот объективные накладки и такие интерпретации, дисинтерпретации вот, прозвучалых идей, а я просто поспел задать питание Татьяне, попросите растлумачить. То есть, насколько я зрозумел твою головную думку, что вот эта слабая идентичность, про якую пише Абдіралович, і яка є виником вот этого стану, скажем, на помежжі, да? То есть, коли ми спробуємо хоч увесь час балансувати або вагатися на помежжі, то міжволі у нас повстає вельми адмисловий тип ідентичності, слаба ідентичності. І слаба ідентичність – це якраз той ноу-хау і той позитив, що білоруська помежжя може пропонувати як в скарбонку європейської модерності. І супроти чого так упантанно змагається Мацкевич, так? Чи я неправильно зрозумів? Спасибо за вопрос. И с первой частью соглашусь, не соглашусь категорически с определением слабая. Потому что эта идентичность определяется слабая, как слабая. Это определение дается в той логике, которую Абдіралович ломает. То есть он работает с историческим опытом белорусского народа и в тот момент, начало 20-х годов, показывает, что здесь, на переломе от перехода от классического модерна в другое время,
Оказывается, есть запрос на другой тип субъектности. Тот тип субъектности, который предполагает другую социальную логику. Понимаешь? Еще вопросы? Татьяна, ну, во-первых, я хотела вас поблагодарить за то, что вы читали Абдираловича того, что, то есть, ну, это адресуюсь к тому, что говорил Владимир Мацкевич, что если вы не вычитали, то читали туда много интересного, да, и слушать вас одно удовольствие. Я боюсь, что я буду немножко повторять то, о чем спрашивал Игорь Топорин, возможно, Иван, но тем не менее. Вы приводили в качестве примера обряды инициации. Да? Вот этот промежуток между. Да? Я хочу напомнить, что вообще вот этот переход между – это крайне мучительное состояние. Да? Не только потому, что неофитов, скажем, лишают сна или потому, что подвергают истязаниям, а потому что это нахождение, когда один старый такой символический мир разрушен, а другой еще не создан. Это мучительное состояние, когда невозможно никакое действие. И получается, когда Абдиралович вот ставит такой позитивный акцент на этом между, для того, чтобы в этом между была возможность какого-то действия, нам вот каким-то образом нужно вообразить то, как вот эту вот промежуточность, да, можно, ну, все-таки найти для них форму, да, институциализировать, если уже на социальном уровне приходить. Скажите, вот все-таки верите ли вы действительно в эластичность вот этого между? Все-таки я не могу в это поверить, да? И можете ли вы вообразить какие-то формы, вот, придание формы, институциализации вот этого вот промежуточного мучительного состояния, да, чтобы вот какое-то действие было возможно? Оля, огромное спасибо за вопрос. Я теперь могу сказать, озвучить тот тезис, который у меня был, и связан как раз с мучительностью. Действительно, вот эта эвристика помежа, да, о которой шла речь, в ней, поддерживает, да, интуицию Абдираловича, заключен такой аффирмативный пафос, да, утвердительный. Ну, то, как я это проинтерпретировала. Но, конечно же, если учитывать же исторический опыт белорусского народа, вот эту длящуюся промежуточность, действительно мучительную, то здесь необходимо принимать во внимание, и у Абдираловича это тоже звучит, может быть, он не расставляет акценты специально в эту сторону, но это не может не звучать, поскольку он работает с историей своего народа, да? То есть это его почва. Говоря об этой эвристике помежа, здесь, конечно, нужно учитывать и вот эту амбивалентность, связанную с тем, что вот этот утвердительный пафос, попытка вырулить на иную утвердительную форму субъектности, как затребованную временем и соразмерную историческому опыту белорусов, вот это сцеплено совершенно определенным травматическим историческим опытом Беларуси. И здесь мне очень хотелось бы, чтобы вот какие-то такие невидимые глазу связи выстроились между тем, некоторыми тезисами, которые я представляла, и тем, о чем вчера говорила Ирина Дубинец. Вот эти два столетия, по меньшей мере, с 1817 года, то есть это опыт постоянно исторический опыт постоянно воспроизводящегося насилия. Это опыт систематически, да, регулярно воспроизводящийся опыт пресечения возможности развиваться. Вот почему для Абдираловича такой идеей фикс в хорошем смысле становится вот то, на чем он фиксирован. Непринудительные формы социальной жизни и возможность творческого развития. И то есть вот его социальный национальный проект, проект социального развития, одновременно национальный проект для белорусов, он, конечно, имеет вот этот аффективный план. Вот тот план мучительного опыта, о котором мы задавали вопрос, он значим. И тут я хочу в завершение добавить
почему Бергсон оказался таким автором, который так лег, что называется, на собственный интеллектуальный запрос Абдираловича. То есть что он опознал в этой метафизике, или той форме метафизики философской жизни, которую предлагает Бергсон. Если кто читал, вспомнит, кто не читал, в двух словах сказать, та антология становления, которую разворачивает Бергсон, предлагает совсем другую оценку вот этого статуса няма. Нет, отсутствие. Вот жалко, здесь нет Акутовича. С которой все время работает Акутович. Метафизика отсутствия. Да? Белорусский какой-то этос, который связан с этой фигурой отсутствия. Мяне няма. У Абдираловича это прямо начиная одни из начальных пассажей. Это белорусская справа, прилучились, невызначенное, призвучались и так далее. То есть ее вот это мяне няма. Так вот, что находит Абдиралович у Бергсона? Он находит антологию, в которой показывается, что вот эта няма, это фикция, навязанная, если няма апплицировать к конкретной форме жизни, например, белорусскому народу. Вот эта няма, оно, когда мы переносим его, констатируем, применяем конкретные формы жизни, белорусов как нации нет, да, этнос невыразительный. Вот эта няма, когда он принимает вот такую форму фиксации, субстанциализации, это фикция, навязанная логикой того, что у Бергсона формулируется как логика интеллекта. Фикция, которая работает с фиксированными формами. Бергсон прочитывает, то есть он деконструирует вот эту фикцию. Живого не может не быть. Живое есть, и оно длится. И вот эта реабилитация, это такая, знаете, метафизическая реабилитация длящегося мучительного опыта. А потом происходит вот это сальто витале. И оно же тоже совершенно контекстуально обусловлено. То есть есть запрос на новый тип субъектности. Спасибо. Тетяна, перше, дякую за абсолютно фантастичне прочитання. По-перше, Абдираловича, а по-друге, Білорусі, як ці білоруського досвіду, як моделі життя par excellence. І з гэтай нагоди я хочу про свое, про космічне. Бо вот гэтая паміж, вот гэтая няпэўнасць, невызначанасць, гэта мусіць по вялікім рахунку гэта сутнасць жыцця, это тканка жыцця. Не пункты, а ровапункты. Бо мы цяпер шмат вельмі гаворым про тое, што сучасная свядомасць, сучасное разуменне свету деконструировала як мінімум матэрыю, потому что матэрыя складаецца з атомаў, а атом складаецца з атомных частинок, где 99,99 мільённых складае пустота, у якой крутяцца гэтыя субатомныя частинки. То есть насамрэч все складаецца з пустоты. Тыя частинки, на якія мы звяртаем увагу, якія мы верым, это сапраўды это абсолютный 0,00001 того, что есть. И мысление отбывается у перапынку паміж думками. И здагадки заўсёды прыходзяць у перапынку паміж попутными спробами знайсці эту здагадку. Некуды все адбываецца на гэтым паміж. И вот эта зона паміж, я знову-таки як метафорично говорю, так? Але вот эта зона паміж, это зона, где отбывается то, что ее жыццё. И вот мне подумалось, что я вот у белорусской традиции, скажем, у белорусской литературы, у белорусской поэзии акцент заўсёды ідзе на ранок вечер, сутонне, змярканне, світанне, про день и ночь. День и ночь это нашмат менш зацікаўлений. Нашмат менш вы знойдзеце тэкстаў про лето и зиму, чым про весну и осень. В белорусской свядомасці
просто вот это вот гістаричний досвід може відбивати некий вот эти культурный интеллектуальный досвід и наоборот. Вот в интеллектуальном досвіді мнение делено вито и не шукать себе вот там, где ярко светит солнце, где все видно добро летать, а шукать себе там, где вот в этой некой сутольной змеркании вот где-то отчувається як некий високравний момент самознаходження, тому що ніхто не імкнеться себе знайти і сказати «ось я», а імкнення де менавіта до пошуку, де кожний момент пошуку нараджає нас, кожний момент цяпер нараджає наступне. От якби це ще як Августин колись казав, що минулого вже нема, будущего ще нема, а теперішнє це тільки от арка, през яку минуле протікає в будущее. І от це ось перетікання одного у другого, про яке зараз говорить Дзералович, зараз безконце цитуючи Геракліта, що все це ще, безконце цитуючи, що от це мусить ёсць вот менавіта знаходжанне той, што все цячэ, што менавіта паміж гэтымі пунктамі ёсць некая сутнасць, некае адбыванне. То есть это сапраўды вот эта сутнасць самого жыцця par excellence. Это вот тое, што тое, у чым не знаходзяць магчыма сабе іншае, знаходзіць сабе беларусы. Вопрос на уточнение. У вас не было времени полноценно развернуть эти идеи. Хотела бы для понять, а Георгий, есть некий способ работы с будущим? Если есть способ работы с будущим, все-таки есть его отрицание. У нас вечно настоящее и причастное время. И нам все-таки был способ именно работы с будущим. Ну так, навскидку, да, потому что это сложный вопрос, и я в первую очередь сам вопрос поддерживаю, его можно перенести, например, и на понятие утопии, да, что в каком смысле можно говорить об утопии. Но возвращаясь к вашему вопросу. То есть способ работы с будущим, получается, он, вот как его можно определять в первом приближении. То есть речь идет о том, что не должно, любые первые определения, они отвратительные, да, негативные. И я сейчас ограничусь этим форматом. То есть по отношению к классическому, модерному отношению к будущему, когда мы действительно достаточно совершаем такую экспансию в будущее. Мы в будущем полагаем какой-то определенный идеал, определенный какой-то телос, который рассматриваем как предельную цель для социального развития, для социального прогресса. То есть происходит такая интервенция в будущее, если угодно, колонизация будущего, ну, в совершенно специфическом смысле. Вот, значит, нужно такое, то, что там тот способ размышления, который выстраивает Абдиралович, предполагает, соответственно, что отношения с будущим, они не прямые. То есть нет вот этой прямой интервенции, когда мы забрасываем туда крючок, и потом сами оказываемся на этом крючке, потому что он продуцирует практики насилия в социальном поле. Потому что требуются социальные, институциональные, политические механизмы, мобилизационные, которые будут нас к этой цели вести. Другой режим отношения к будущему предполагает такой деликатный режим. Деликатный – это значит в обход, через настоящее, через работу с задачами по созданию этих непринудительных форм социальной жизни здесь и сейчас. Можно сказать, что это какой-то аскетический способ отношения к будущему, в том смысле, что мы должны воздерживаться от наших такого модернистского хабитуса, но он же, наверное, тоже как-то за несколько столетий сложился. То есть есть вот эта устремленность забросить вот этот вот крючочек в будущее. Но мы совсем недавно строили коммунизм в отдельно взятой стране. Это же так недавно было. Для меня это такое достаточно живое детское воспоминание. Вот, то есть здесь заложена какая-то, да, действительно какой-то хабитус, который надо изживать. Ну, как отпустить, да, отпустить самих себя и отпустить само это будущее. И
только и тем самым позволить ему свершиться как событие, позволить удивить нас. Вот тоже, что тезис, который вчера звучал. То есть будущее, оно все равно же удивляет, но это тоже может происходить по-разному. Я понимаю, что это очень предварительный ответ, он такой совершенно, да, Спасибо. чуть-чуть как-то наметить, что скорее, куда нам не надо двигаться. Да? То есть вот не интервенция, не экспансия, не колонизация, какой-то интеллектуальный аскетизм. Не нужны нам эти ключики в будущем. Ну, вот как такие генераторы насилия. Спасибо. Спасибо, Татьяна, за доклад и ту звенящую тишину интеллектуального напряжения, которая возникла потом на обсуждении. Спасибо большое.